Всем привет, друзья! Сегодня у нас 2 декабря. Мы на Иссык-Куле на несколько дней отдохнуть выбрались. Тут ехали по дороге и оказались свидетелями такого вот, незначительного, но интересно чуть-чуть. Это вот вторая яхта. Одну такую же уже повезли на берег. С Китая, по всему, видимо, привезли. Сопровождение, все дела. Движение перекрыли. Одна уже уехала туда, к берегу. Не знаю, наверное, больше даже. Очень низко, но не цепляет. Главное, проехал. А первый цеплял. Это побережье нашей жемчужины. Такой вид интересный. Ночью непогода была, а сейчас разъяснивается. И вот за занавесом этих туч появились горы противоположного берега. Всем привет. А вот эти яхты, которые мы встретили на трассе, когда их сопровождала ГАИ, и они сворачивали в сторону берега. По всему, видимо, машины китайские, яхты тоже, значит, оттуда, скорее всего, новые. Мы не эксперты, но следов вроде бы не видно, что она когда-то, хотя, что китайская, это точно. Да нет, наверное, она еще не ходила по морям и океанам. Такие вот два красавца. Кто будет капитанами этих красавцев, мы не знаем. Наверное, уже летом они будут бороздить просторы нашего озера. Здесь их будут спускать. Каким образом и когда, мы не знаем. Наверное, это даже не сегодня. Длина, не знаю, 20 метров. Может быть больше, а может быть нет. Ну-ка, шагами померяем. Пообщался тут с человеком. Говорит, что это частные катера. Плюс еще одна где-то в дороге в разобранном виде еще больше идет. Владельцы в Бишкеке. Так что так вот все происходит. Такая погода, такие события. Там он мелкие всякие
катерочки. И такой вид на горы. Там вот такой вид. Ну, здесь всегда виды поражают. И само озеро, и все, что над озером. И вокруг озера тоже. Все очень завораживает. Тут еще и погода. Тут же и солнце, и синее небо. И тучи черные. И горы белые. Волны шумят прибоем. Там серые бульдоги. Цвет озера здесь у нас очень такой насыщенно синий. С той стороны черный. Интересно, редко. Ну вот такое прям. Ну, кто здесь живет, он, наверное, часто это все видит. И тоже люди приходят полюбоваться. Вот прям чернота. Конечно же, это все отражение неба. Черное, синее. Солнце спряталось за тучки. Сразу обстановка поменялась. Ветер холодный. И те красавцы. Да. Друзья, вот приехали мы с того места, где мы видели эти яхты новые в сторону города Чолпанаты, где санаторий Голубой. Мы вышли на берег и увидели такую картину, тоже как бы удивились, потому что летом были, ничего этого не было, а сейчас вам показывать. Это берег озера. И вот такой, как бы, прибрежная такая зона, заросшая всякими кустарниками дикими, мелкими деревьями. И через это все пробили вот такую дорожку. И мы вот от санаторий находится где-то вон там. Его не видно, да, самое основное здание. Голубоевскую, я имею в виду. И вышли мы на берег, и вот такая дорожка, и пошли по ней. Шли. Вот это в ту сторону. Вон там ипподром видно даже. Вам, наверное, может быть и не видно. В общем, почти до ипподрома она доходит, эта дорога. Ну, там как бы заканчивается эта стройка. Она возможно, что дальше продлится со временем. А что это за дорожка? Где-то мы километра 2-3 прошли. Ну, я примерно говорю, конечно. И вот, конечно, она не похожа и вот в ту сторону уходит. Пробита, да, через заросли. И прям над берегом примерно все время на одном расстоянии проходит. Я так думаю, что это какая-то или вело, или беговая дорожка. Тут вот забор какой-то территории. Много лет ну просто отгородили, но так ничего здесь и не строилось, не делалось, кроме забора. Дальше еще одна территория, тоже забор. За ним этот дом отдыха Чолпаната заброшенный. Как-то я снимал его, показывал. Вот прям через эти все территории пробили они ее.
Ну вот, когда-нибудь мы увидим, что это такое. С одной стороны озеро, так-то прикольно бегать понад берегом по ровной дорожке. Я так думаю, асфальт тоже будет здесь. По пути своего как они ее прокладывали, корчевали деревья, походу, вот видно корни. Маршрут прокладывали. И вот забор. За этим забором территория вот этого дома отдыха Челпонота. Когда этого ничего не было, вот этой дороги, мы здесь гуляли, и вот в этих зарослях можно было фазанов увидеть. Зайцев тоже люди говорили, местные ловили как-то. Ну, они, наверное, есть. Ну, они, скорее всего, так и есть. Но мы не можем увидеть их. И вот прямо туда, и уже там пляж голубого из Куля будет. А это все вот заросшая территория дома Сейчас отдыха пойдем Челпонота. посмотрим на фазанов. Да, пойдем, ну-ка. Только проговорили, и тут же пролетел он, и он туда в кусты спрятался. А вон бегает. Ну, я не знаю, я не смогу, наверное. Ну, уже, может быть, скоро увидим, чем это закончится стройка, что здесь будет. Ну, это центральная аллея того дома отдыха, не функционирующего. И вот так. А там выход на пляж. А вот здесь, кстати, была какая-то смотровая вышка, типа. Вот ее уже здесь нету. Ей надо там гулять. Ушли мы с той территории, прогулялись, как захотела моя любимая. Ну и вот пляж Голубого Иссык-Куля. Вот эта дорожка дальше уходит. Сейчас прогуляемся, посмотрим, может что-то увидим понятное. На этом месте вот был вот таким забором все огорожено, и какие-то помещения были оздоровительные всякие. Все это принадлежало Голубому Иссык-Кулю, ну, наверное, и сейчас принадлежит. Но вот береговую линию вот так вот очищают, можно сказать, все-таки. Сносят что-то. Ну а вот эта дорожка для нас пока загадка. В общем, друзья, вот так она дальше уходит в город Челпоноту. С этой стороны Голубой Иссык-Куль остается. И вот пошла она в сторону Каракола. Оказывается, мы сейчас встретили человека, знающего. Да, я еще помню, я в новостях слышал, что хотят делать велодорожку от Челпоноты до Каракола. Но я представлял это вообще по-другому, что понад автомобильной трассой это все будет проходить. А оказывается, она вот так будет идти по берегу. И я не знаю вообще, какие там у них там же столько всяких санаториев. Это все будет пробиваться, наверное. Ну, наверное, увидим когда-нибудь. Так что вот так. Начало этого строительства мы уже увидели. Друзья, сейчас мы пришли
На пляж старенького такого пансионата Солнечный берег, который сейчас каждым годом все угасает, судя по его состоянию, как за ним ухаживают. И вот лет 15-20 назад мы тут с этого пирса ныряли, прыгали, там и вышка была. А сейчас вот его уже признали аварийным, разбирают, демонтируют. Вот его остатки. Скелет, каркас сгнивший уже. Ну, в общем, его не будет уже буквально несколько дней, наверное. Ну, надеемся, на этом месте появится другой, новый. Ну, это мы надеемся, а там как будет, увидим. В общем, что-то строится, что-то приходит уже, отжило свое время. Ну, что время идет, да. Тут собачка. Покорми собачку, и она твой друг. Увязался за нами, пришел сюда. В общем, скоро здесь уже этого всего не будет. А? Бегали мы вот здесь. А вон там была вышка, и с нее ныряли. И на этот момент уже так все с погодой у нас. И облака, и солнце. Ну все, друзья, хочу закончить этот ролик. Кому понравилось, не понравилось, что-нибудь говорите, комментируйте. А я хочу всем пожелать только добра, здоровья. В общем, всех благ, мирного неба над головой, как здесь у нас. И чтобы все было благополучно и хорошо. Всем пока.